настоящее такое удовольствие от общения, от прослушанных докладов. Конечно, в целом надо признать, что доклады были очень такие высоконаучные, которые нам представил и академик Рахманин, академик Караулов, фундаментальные, базовые доклады. Были стратегические выступления, сделанные академиком Пузиным, член-корреспондентом Академии наук Быковым. Доклад прозвучал от академика Лядова, который вообще расставил точки, даже не точки, а задал направление развития реабилитации в Республике Абхазия с учетом опыта, приобретенного в Российской Федерации, акценты на необходимость проведения ранней медицинской реабилитации на ранних этапах уже. И, конечно, это все очень важно и нужно. И знаете, коллеги, хотел поделиться, что своим таким впечатлением личным, форум прошел на таком хорошем организационном уровне, с насыщенностью, с хорошим представительством. Я вчера с утра это говорил, и сейчас я еще раз убедился. Я даже, сейчас говоря, так сижу, задумался. В Москве, да, в Москве там большое стечение народу, большие форумы собираются, честно. В других регионах даже России, я не помню, я не участвовал на форуме, который был бы организован на таком высоком уровне, в таком хорошем представительстве. Я не помню, честно говоря, сам. Может быть, не все присутствующие знают, что еще до открытия форума Эдуард Валерьянович провел совещание с членами российской делегации, с докладчиками, и были обсуждены вообще направление развития здравоохранения в Абхазии, не только реабилитации, и все имели возможность высказаться о свои предложения, которые, в общем-то, я так понимаю, что и лягут в основу резолюции. И сегодня будет обсуждаться на встрече с премьер-министром, и интересные предложения Анатолия Тимофеевича Быкова звучали, да, по развитию системы вообще курортной медицины. И Абхазия, конечно, претендует на роль лидера, наверное, в регионе по курортной медицине. Поэтому это очень важно, и видятся такие хорошие перспективы. И, конечно, мы все ждем вместе с вами, я точно так же жду, как и вы все, что нам скажет уважаемый министр дальше, как мы будем двигаться. Мы сегодня собрались, пообщались, форум называется первый. А что дальше? Будет ли второй и когда будет? Мы все ждем этого. Я, честно говоря, честно говоря, так же, как вы, не знаю. Я имел отношение к организации первого форума, больше пока я ничего не знаю еще, как это будет выстроено, что, поэтому, конечно, узнать. И, знаете, в заключение своего выступления я хотел сказать, опять повториться о том, о чем я говорил. Этот форум, при всем уважении к высокому академическому собранию, к высокому министерскому поддержке, правительственной поддержки форума, он бы не состоялся, если бы не роль Ассоциации реабилитологов Абхазии. Это я говорю абсолютно искренне. Потому что диалог возник в рамках форума, это диалог профессиональных сообществ. То, что это сверху все административные все эти аспекты, но общение было профессиональное, врачебное. А диалог профессиональный может быть между профессиональными организациями. И именно благодаря созданию этой ассоциации тематика форума была определена — медицинская реабилитация. И я считаю, что первые шаги сотрудничества, они очень хорошие, такие результативные. И вы, в общем-то, пример для всего врачебного общества Абхазии. Они теперь за вами идут все, вы первые. Пусть они теперь создают такие профессиональные объединения. Я вас поздравляю. Везде у российских наших коллег, почти везде, как в рефренах звучало, что раннее вмешательство. Эта связка медицины и реабилитации, это то, чего нам категорически не хватает. И то, над чем мы задумались вместе, Ассоциация реабилитологов с Минздравом, чтобы с помощью наших коллег из России эту связку, чтобы мы могли живую иметь. Потому что, к сожалению, на сегодня
не так легко поддержать, но мы должны стараться это делать. Коллеги, я прошу поднять руки тех, кто хочет, желает, чтобы в республиках Абхазии имел свой медицинский факультет или медицинский университет. Кто за это? У вас есть полномочия первого класса медицинского форума. Двигайтесь вперед. Хотел бы от вас выслушать, какие есть пожелания, может, ваши какие-то идеи, для того, чтобы это все в режиме не монолога было, а диалога. Пожалуйста, кто коротко какие-то тезисы сказать хочет, какие-то вопросы есть, пожалуйста. Интегральная медицина сейчас имеет большое значение. Нельзя рассматривать человека по частям. Идет и психология, и реанимация, и реабилитация целого человека. Если болит нога, то у человека болит не только нога, но и какие-то эмоциональные проблемы. И в принципе надо относиться к человеку как к единому целому. К сожалению, только сейчас мы стали к этому подходить. Долгое время мы разделяли медицину на разные части тела. И сейчас реабилитация включает в себя тот момент, что мы объединяем человека и психологию как единое целое. Хотелось бы, чтобы центры, сейчас, в принципе, в Абхазии очень много в связи с, видимо, запросами появились частные центры, чтобы они работали с государственными учреждениями и, может быть, как-то и входили уже в государственную структуру. Я думаю, что на данном этапе это будет сложно, потому что вы сами понимаете, какие должны быть базы клинические. А вот институт курортологии, вот это реально. Мы с коллегами в ассоциации реабилитологов обсуждали, нам нужно обязательно, скажем, такое звено, как физические терапевты и эрготерапевты. Это те люди, которые, в общем, обеспечивают процесс физической реабилитации. И вот в рамках колледжа мы могли бы эту тему, например, реализовать. Такое среднее звено, чтобы в рамках... И вот эти пожелания я хотел анонсировать школу мастерства по физической реабилитации где-то в начале октября. Я думаю, что здесь, конечно, много учреждений, которые обучают врачей, с которыми сотрудничает Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Это не только Сеченский университет, но Сеченский университет готов предложить хорошие образовательные программы в плане подготовки специалистов, о которых вы говорили. И даже если вы сказали на самом деле о новых специалистах, которые появляются в соответствии с новым порядком оказания помощи по медицинской реабилитации, который принят Российской Федерацией чуть более около 2 лет назад. И, конечно, сейчас эти специалисты начинают готовиться. И если даже мы где-то не готовим их еще, которых вы назвали, мы еще не все готовим, то мы, конечно, ориентируем и скоммуницируем, где можно подготовить. Но и сами мы готовы предложить хорошие образовательные программы в плане и повышения квалификации, так и в плане профессиональной переподготовки. Если есть у вас врачи, которые решат пойти работать в направлении реабилитации, то мы готовы провести переподготовку этих специалистов. И, соответственно, действует и подготовка у нас в ординатуре, только на нашей кафедре действует 6 специальностей реабилитационного профиля. И в следующем году открывается новая специальность – физическая реабилитационная медицина. Мне кажется, мы единственный вуз в стране, который, мне даже не кажется, я знаю, что мы единственный в стране, который осуществляет подготовку в сфере реабилитации по всем, без исключения, реабилитационным специальностям, врачебным в Российской Федерации. Хотелось бы внести такое предложение, чтобы были исследованы все источники Абхазии и внесены в какой-то реестр, именно по показателям, чтобы было известно для посещающих Абхазии о том, какие источники можно посещать, которые источники не посещаются. У меня есть один вопрос. А что, реабилитация проглотила лечение? Где лечение? Вот вы понимаете, раньше мы говорили, лечим, а сейчас мы реабилитируем. Уважаемые товарищи, смысл не меняется. Вы понимаете, самый главный большой смысл в том, что лечим или мы реабилитируем, мы хотим этого человека вернуть в строй. Это раз. Второй момент. Мы хотим одну специальность, вторую, третью. Дорогие товарищи, в 1996 году для службы медико-социальной экспертизы было предложено как это очень много говорят,
такие вот специалисты, и была сделана специалист по медико-социальной реабилитации, который съедал всех специалистов. Но что получилось? Так как Министерство здравоохранения является профилем по назначению специальностей, оно длительно, долго согласовано. Я вот на протяжении 20 лет занимался сопровождением этих специальностей, я получил только одну специальность, разродившую. Это вот врач-специалист по медико-социальной экспертизе. А вот врач-специалист, который бы съел все специальности физической реабилитации, не удалось по одной простой причине. Министерство здравоохранения взяло и родило специальность вот медицинской реабилитации. Я не возражаю, это отличная специальность. Но, уважаемые коллеги, рано или поздно, хотим или не хотим, вы все прекрасно сталкиваетесь с тем, что когда человек полностью проходит все способы лечения и реабилитации, и ему это не помогает, и он становится инвалидом, что вы будете с ним делать? Вот для этого возникает наука, специалист по медицинской экспертизе. Он должен дать такие навыки и умения, что этого человека он мог удержать в социуме. Хочу сказать и поблагодарить, во-первых, уважаемых российских специалистов. Юрий Анатольевич, во главе всей делегации. Спасибо вам огромное. Да, ради того. Да, в Российской Федерации академиков и очень крутые выйти, такие доклады. Но наши не будут доложить. После академика тяжело докладывать врачу. Справились ребята, все молодцы. Да, нам надо многому учиться, да, нам много делать нужно. Мы признаем, что у нас есть много и ошибок, и блок ошибок, которые вообще системно надо исправлять. Говоря о курортологии, бальнеологии, о реабилитации. А вот наша встреча перед открытием форума, она кардинально изменила и темы ваших докладов, и вообще всю концепцию, вообще стратегию. И когда наши докладчики показывали, какие операции проводятся на территории Республики Абхазия, некоторые уважаемые люди были впечатлены, и они, оказывается, с элементом недооценки приехали в республику. 100%. И в этом мы тоже будем прогрессировать. Мы будем докупать оборудование, учиться у вас в Российской Федерации, приезжать. Будем просить вас приезжать сюда к нам, чтобы и развивать все эти сложные моменты. У нас есть сестринское дело, там разные направления, разные нозологии. Да, мы будем учиться, мы будем совершенствоваться. И хотел бы еще поблагодарить всех, кто сегодня здесь присутствует, потому что очень было волнительно, потому что все это первый раз так делалось, знаете. Алхасом Тхагушевым мы встретились 3 месяца назад, потом я позвонил Евгению Евгеньевичу, через 2 недели с момента встречи прилетел Евгений Евгеньевич, и я сказал, никакой встречи у меня в кабинете не будет, мы с Евгением Евгеньевичем приедем к вам в инвосодействие. Мы туда приехали, переговорили, создалась идея создания ассоциации. Была создана ассоциация, и потом родилась идея форума у меня лично, да, вот с Евгением Евгеньевичем мы проговаривали, и идея стартовать и сделать форум в Министерстве здравоохранения издал приказ 3 апреля. Мы за 21 день сделали форум. С такой командой Минздрава, и с такой командой сотрудников, всех лечебных учреждений, волонтеров, вообще всех, которые принимают участие. Да, было волнительно, да, первый раз, но в первый день места не было, люди стояли здесь, второй день опять заполненный зал. Сейчас у нас встреча с премьер-министром, у нас информационно СМИ заполнило все. Вот сидит у нас Ирина Шотна, руководитель абхазского отделения. Ирина Шотна, вам спасибо огромное, персонально стоит здесь ПТП, который освещает все наши доклады. Сегодня информационно наш форум, первый абхазский медицинский, заполнил все СМИ республики. Значит, говорю, что вот с Эриком Эдуардовичем мы переговорили, на территории республиканской больницы мы хотим заложить аллею в честь первого абхазского медицинского форума. Посадим деревья и поставим таблички с вами, вашими со всеми именами, вот, кто участвовал в этом форуме. Правильно, если вы не против? Все.
Все примутся. У нас обученный есть министр, который может культивировать. Это я, да, иногда сажаем деревья. Я к чему все это говорю? Что этот форум, вот звучало несколько раз, что может там будет ли продолжение. Обязательно будет. Второй форум будет в такое же время, в апреле месяце, когда еще в межсезонье, когда и не тепло, и не жарко, и не холодно. Комфортные погодные условия нас сопроводили, правильно, здесь, в республике? Я предлагаю чуть хитить, когда начнет подпевать музыку. Это конференция. Значит, вот я вам хочу сказать такую вещь. Второй форум, форум будет ежегодный. Второй форум мы приурочим к апрелю месяцу. Вы пришлете ваши пожелания тематические, и мы посмотрим, какая наиболее востребованная тема будет форума, да? Учитывая реалии в мире, которые происходят, может все переиграться, да? На сегодняшний день мы говорим о развитии хирургической службы, мы говорим о развитии пренатального скрининга, да? Акушерско-гинекологической помощи, неврологическая помощь, мы говорим о реабилитации, мы говорим о разных вещах, о урологической помощи, о политравме, понимаете, кататравма. Сегодня мы все свидетели того, что у нас на дорогах, к сожалению, происходит ДТП со смертельным исходом. Я как травматолог знаю, что такое травматический шок, как надо это делать. Эти моменты тоже очень важны. Мы должны подойти к теме форума, которая будет необходима и востребована на данный период времени. А вот тематические конференции я предлагаю проводить 2 раза в год, весной и летом. Я вижу, поддержка у меня ваша есть. Тогда считайте. Сегодня, 25 апреля 2023 года, считать состоявшийся первый Абхазский медицинский форум. Спасибо.